Здравствуйте! В эфире передача «Народный лекарь», и сегодня мы рассмотрим такую немаловажную тему, как алкоголизм. Алкоголизм – это заболевание, при котором наблюдается психическая и физическая зависимость от употребления алкоголя. Сопровождается неконтролируемым употреблением алкоголя, снижением уровня контроля над своим поведением, психической деградацией и токсическим поражением внутренних органов. Существует 3 стадии алкоголизма. При первой стадии наблюдается увеличение влечения к спиртному. Потребность в приеме алкоголя напоминает голод или жажду и обостряется в неблагоприятных условиях, таких как ссоры, конфликты в семье, проблемы на работе и стрессах. Вторая стадия алкоголизма проявляется увеличением количества выпитого алкоголя. Человек принимает больше алкоголя, чем раньше, но при этом способность контролировать себя при употреблении спиртовых напитков снижается уже после первой дозы. Третья стадия алкоголизма проявляется снижением сопротивляемости организма к алкоголю. Для достижения опьянения пациенту требуется принять уже небольшую дозу алкоголя, порядка 1 рюмки. При приеме последующих доз состояние больного не изменяется, даже при увеличении алкоголя в крови в значительном количестве. Возникает неконтролируемая тяга к алкоголю. Многие задают вопрос, приводит ли пиво к алкоголизму. Вероятность развития тяжелой алкогольной интоксикации при употреблении пива значительно ниже, чем при употреблении водки. Однако риск развития алкогольной зависимости у употребляющих пиво значительно выше, чем у потребителей вина и крепких алкогольных напитков. Немаловажным вопросом является, приводит ли употребление алкоголя к бесплодию. Алкоголь наносит непоправимые генетические повреждения на клетки организма. Спиртное безвозвратно разрушает структуру мужских и женских половых клеток. Поврежденные клетки дают начало рождению больных детей или вообще становятся непригодны к оплодотворению. Чем можно помочь людям, страдающим алкоголизмом? Способов много, но я озвучу лишь несколько из них. К экстренным мероприятиям по лечению пациентов относится направление пациентов в наркологическую клинику. Там им переливают различные солевые растворы, вводят витамины, успокоительные и антипсихотические средства, а также препараты для нормализации работы сердца и других органов. При использовании медикаментозных способов кодирования от алкоголизма в организм пациента вводят специальные препараты, вызывающие резко выраженные негативные последствия при приеме алкоголя. Немедикаментозное лечение предполагает воздействие на психику больного с целью отказа от употребления спиртных напитков. И в завершении немного статистики. Свыше 15% ДТП совершаются по вине пьяного водителя. Более 60% случаев смерть от утопления происходит из-за купания в нетрезвом виде. 67% из общего числа пожаров возникли по вине людей в нетрезвом состоянии. 42% людей, совершивших суициды в России, страдали алкоголизмом. На сегодняшний день на учете у нарколога в Канашском межтерриториальном медицинском центре находится более 1000 человек. Помните, алкоголь приносит вред не только вам, но и вашим близким. Перспективы неутешительные. Если хоть один член семьи страдает от алкогольной зависимости, то это затрагивает не только его, но и его родственников и близких. Поэтому стоит задуматься, какой пример вы подаете своим детям и какое у них будет будущее. Подумайте, чем это чревато.